Все самое важное и интересное за эту неделю. Съели и продали в булочную. В Ухте подростки пойдут под суд за 11 упаковок сыра. Рост числа пожаров. Инспекторы напомнили ухтинцах о мерах пожарной безопасности. С 1 апреля стартует запись в школу, как изменился порядок приема первоклашек. Подготовка полным ходом. Отрасль культуры отчиталась о работе. День пожарного гарнизона. Пожарные спасатели Ухты отмечают дату. Подробности прямо сейчас. Ухтинские подростки 15 и 16 лет стали фигурантами уголовного дела. Их еще в декабре поймали при попытке вынести из гипермаркета известной торговой сети продукцию. Объектом интереса ребят стала сырная полка, к которой подошли 4 юноши. Они взяли 11 расфасованных в упаковку кусков сыра на общую сумму, превышающую 1000 рублей. Как оказалось позже, для личного пользования. Кто-то сыр съел, кто-то продал в булочную. После того, как юноши взяли сыр с полки, они направились в примерочную, находившуюся в том же зале. Для того, чтобы тайно спрятать данную сырную продукцию себе под одежду, и чтобы это не было зафиксировано посредством видеокамеры, они зашли в примерочную и спрятали это все под одежду, после чего намеревались уже спокойно пройти мимо касс, будучи незамеченными сотрудниками отдела безопасности гипермаркета «Магнит». Вместе с тем, уже в тот момент, когда подростки подошли, все 4 человека к стеллажу, и все внезапно взяли по несколько упаковок сыра, данное действие уже на том этапе были замечены сотрудниками охраны. На выходе из зала магазина их попытались задержать. Один из подростков, находясь на прикассовой зоне, выложил продукцию, чем добровольно отказался от совершения преступления. А вот его шустрые друзья убежали в сторону выхода. Их личности были установлены позже. Все они оказались поставленными на учет отдела по делам несовершеннолетних. При этом один из подростков оказался на момент совершения грабежа еще и фигурантом другого уголовного дела. Сырное же дело, возбужденное в отношении 2 16-летних и 1 15-летнего жителя Ухты, передано в суд. За грабеж, совершенный группой лиц, им грозит реальный срок. В республике Коми продолжается рост числа возгораний. За 2,5 месяца текущего года случилось 275 пожаров, что на 60 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Погиб 31 человек, еще 6 были травмированы. В Ухте с начала года уже зафиксировано 28 случаев возгорания, 1 человек пострадал. В связи с этим инспекторы пожарного надзора совместно с общественной организацией «Ухта Спас» провели противопожарный рейд, раздали листовки и рассказали населению о том, на что нужно предельно обращать внимание, чтобы не попасть в статистику МЧС. Во избежание пожаров напоминаем гражданам, что нужно тщательно использовать свое электрооборудование, ни в коем случае не допускать случаев оставления без присмотра электрооборудования, использовать неисправные электроприборы, нарушать правила его использования. Также ни в коем случае не курить в постели. Предупреждаем детскую шалость с огнем. Не оставляем детей одних без присмотра. Также инспекторы напомнили и о том, что нужно серьезно относиться к печному оборудованию, особенно на дачных участках, в домах и банях. Как правило, хозяева пострадавшего в огне имущества уезжали со своих участков, не удостоверившись в том, что в печи не осталось углей, а также нарушали режим топки, что приводило к перекаливанию труб и нагреванию, а потом и тлению деревянных конструкций. В центральном офисе «Газпромтрансгаз Ухта» прошла традиционная пресс-конференция гендиректора. Александр Гайворонский уделил журналистам 3 часа вместо планируемых 1,5, чтобы рассказать о достижениях и планах предприятия. Оно является одним из самых активных меценатов не только в городе, но и в целом во всех регионах своего присутствия. К сожалению, в этом году не было презентовано новой обширной благотворительной программы для Ухты. Напомним, за последние годы газовики поработали над аэропортом, Дворцом культуры, городской детской больницей. На ряде объектов работы еще идут. Также «Газпром» профинансировал и антиковидные меры. Затраты на благотворительность по обращениям юридических и физических лиц в 2020 году дочернего общества составили 39 миллионов 800 тысяч рублей. В том числе 15 миллионов это были целевые денежные средства ПАО «Газпром» на
проведение капитального ремонта ПЦР-лаборатории, по сути создания ПЦР-лаборатории противотуберкулезного диспансерного отделения Ухтинской городской поликлиники. Создание лаборатории позволяет сегодня оперативно выявлять инфицированных COVID-19, а также организовать регулярный контроль за состоянием здоровья сотрудников дочерних офисов «Газпрома». Один из объектов, работа на котором «Газпромтрансгаз Ухта» профинансировал, будет сдан в конце этого лета. Мы говорим о Центре творчества имени Корчевского. По планам, здание после масштабной реконструкции должно порадовать и удивить местных жителей. Так, там появится планетарий, правда, пока решается вопрос его оснащения, которое не входило в смету, а также спортзал с неожиданной для Севера дизайнерской идеей. Его стены будут полностью стеклянными. Также во дворе хотят разместить фонтанчики, так что обновленный дом пионеров прекрасно дополнит обновленный детский парк. Продолжаются работы и в грязелечебнице, и роддоме. Новый проект, который стартует при поддержке предприятия в Ухте в этом году – заказник Параськины озера. На сегодняшний день в Печорно-Лыжским государственном заповеднике ведутся работы по созданию на базе памятника природы Параськины озера комплексного заказника федерального уровня площадью 17 тысяч гектаров, что в 1000 раз больше существующего. Там, в общем-то, этот объект есть, но вот мы планируем увеличить эту площадь. Нашим предприятиям в рамках благотворительной деятельности планируется в этом году создание на данной территории рекреационной зоны с организацией мест отдыха и организацией ведения просветительской экологической деятельности. Работы на Параське, как называют этот участок местные, стартуют после таяния снега. В один сезон все запланированное сделать не удастся, но часть выполненных работ к концу лета уже можно будет увидеть. Среди прочего обсудили внимание и к экологии. «Газпромтрансгаз Ухта» поддерживает инициативу перехода на более экологичное газомоторное топливо. Напомним, еще в прошлом году Александр Гайворонский отмечал, что заполняемость газовой заправки в Ухте всего 12%. В этом году показатель на том же месте. Но само предприятие почти сменило свой автопарк. Инициативу уже подхватывают местные перевозчики и коммунальщики. Также на пресс-конференции было озвучено, что в Сыктывкаре построят новую такую заправку. В столице Коми такая есть, и ее используют активно. Помимо этого, гендиректор газового предприятия отметил, что в центральном офисе также обращают внимание на экологическую повестку. Сортируют мусор, сдают на переработку пластик и макулатуру. В 2021 году на территории муниципалитета вступил в силу новый порядок приема заявлений на обучение детей в первый класс. В этом году прием стартует с 1 апреля для тех, кто проживает на закрепленных в школе территории. Постановление вышло в январе, с ним можно ознакомиться на сайте Управления образования в разделе «Прием в первый класс». Преимущество при поступлении в первый класс конкретной школы отдают тем детям, старшие братья и сестры которых уже обучаются в этом образовательном учреждении. Существует и первоочередное право зачисления. Им обладают дети сотрудников МВД, военнослужащих, УФСИН и пожарной службы. Правда, родителям тогда придется предоставить справку с места работы. В этом году прием заявлений в первый класс, первая волна, будет длиться с 1 апреля по 30 июня. Документы можно подать в электронном виде, можно подойти в школу очно. Родителям необходимо предоставить копию паспорта, копию свидетельства о рождении, копию свидетельства о месте регистрации по месту жительства или по месту проживания. При посещении школы в очном режиме все эти документы предъявляют в оригинале. В течение 3 месяцев заявление вносится в журнал регистрации. Первая волна приема закончится 30 июня. В течение 3 рабочих дней после формируются списки поступивших в первый класс. 6 июля стартует вторая волна, в которую на вакантные места принимают всех, независимо от места проживания и регистрации. Правила действуют во всех школах муниципалитета, кроме 2. Начальная школа, детский сад и гимназия иностранных языков с этого года особый порядок приема. НШДС начинает прием заявлений 1 апреля и завершает прием, как только у них закончатся свободные вакантные места. То есть они не будут ждать 1 июля. Гимназия иностранных языков начинает прием заявлений в первый класс 6 июля и по свободной очереди. Списки зачисленных разместят на официальных сайтах школ.
Тех, кто не попал в эти списки, должны уведомить лично. Если ребенок не зачислен в 1 класс, родителям нужно обратиться в отдел общего образования по телефону 76 05 83. Там в индивидуальном порядке будущему первоклашке подберут более подходящую школу. Также с этого года действует еще одно изменение. Оно коснется детей, которым еще не исполнилось 6,5 лет. Теперь для поступления в школу такому малышу необходима только справка педиатра об отсутствии медицинских противопоказаний. Рекомендация психолога медико-педагогической комиссии больше не требуется. Отрасль культуры перед своим профессиональным праздником, который отмечает 25 марта, а также в преддверии столетия республики, провела итоговое совещание, которое охватило 2 последних года – 2019 и 2020. В план отчетного мероприятия вошла рабочая встреча, а также стратегическая игра. На нее были приглашены работники из разных учреждений – музей, библиотека, музыкальная школа, клубная система. Их разделили на 4 команды, чтобы они придумали рабочие предложения по развитию сферы культуры. Завершили программу отчетом о проделанной работе и планами на текущий год. Самый большой праздник, на котором задействовано большое количество культработников, состоится летом. В августе Коми отметит 100-летний юбилей. Я не буду раскрывать сегодня все карты, как Ухта будет встречать столетие, просто скажу, что у нас разработана концепция, будут задействованы все самые любимые площадки города, места популярные среди нашего населения. Весь город будет поглощен праздником, и я думаю, что мы встретим столетие республики и день, конечно же, города Ухты на самом высоком уровне. Но мы готовы на все 100. Также 22 августа в Сыктывкаре на Театральной площади Ухта представит свой творческий потенциал в масштабном проекте «Я иду землей Коми». А потенциал у нашей культуры, как понятно из отчета начальника, из-за ковидного затишья никак не поубавился. За 2020 год учреждения провели 1174 культурных мероприятия. Часть из них была организована в онлайн-формате. В сумме их посмотрели порядка 100 тысяч человек. В Ухте отметили день рождения Ухтинского гарнизона пожарной охраны. Профессиональной службе в этом году исполнилось 89 лет. Предюбилейный праздник отметили скромно. Во время поздравительной церемонии прошло торжественное награждение. 6 сотрудникам вручили медали к 30-летию МЧС. Еще 2 сотрудника получили специальные звания. Собравшихся поздравили и представители республиканского управления. Слово «гарнизон» объединяет в себе все виды пожарной охраны, которые стоят на охране жизни и здоровья населения, объектов экономики. С недавнего времени в гарнизоны пожарной охраны вошли, он сегодня называется пожарно-спасательный гарнизон, все профессиональные спасатели, дислоцирующие на территории гарнизона. Гарнизон сложный, много рисков, много вызовов, вы с достоинством справляетесь, показывая профессионализм. Без малого скажу, за 2020 год 7 человек Ухтинского гарнизона представлены государственным наградам за исполнение своего долга. Также к дате приурочили открытие мемориальной доски, посвященной памяти заслуженного спасателя России, мастера пожарно-прикладного спорта Дмитрия Тропникова. Дмитрий Арсеньевич проработал в Ухте 15 лет. После и до самой своей скоропостижной кончины в 2020 году он возглавлял Спас Коми. На мероприятии присутствовала вдова Дмитрия Тропникова, которая передала в дар Ухтинского музея пожарной части спортивную форму супруга. В ней он выиграл соревнования по пожарно-прикладному спорту более 30 лет назад. Она также передала его фото с коллегами и спортивную автобиографию. Ага, давай дальше. Осторожно, зайдите обратно. А чё? Ну здесь снег валится с крыши. Через другой, отойдите! Через другой выход идите. Ну, может, еще пойдет. Так-то вроде не видно, но я не рекомендую ходить. О, экшон.